Первым вопросом повестки дня утвержден новый порядок постановки на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также предельный трехдневный срок постановки на учет в налоговом органе. Согласно принятому постановлению, всем налогоплательщикам должен быть присвоен идентификационный номер и введен их реестр. Данный закон предусматривает порядок представления заявления и предельный пакет документов, необходимых для получения бланка ИНН. Кроме того, вводится код причины постановки на учет, предусмотренный рядом документов, в том числе законом о государственной регистрации юридических лиц, и предусматривается замена бланка на всей территории Республики Абхазия по всем видам налоговых платежей и сборов. С небольшими поправками правительство утвердило положение о лицензировании оценочной деятельности, согласно которому определены порядок лицензирования, требования и условия осуществления оценочной деятельности. По представлению Министерства здравоохранения, Кабинет министров принял постановление о порядке уничтожения наркотических и психотропных средств. Препараты из этой категории, которые оставались после смерти больных, раньше подлежали уничтожению. Отныне в связи с острой нехваткой подобных препаратов при условии сохранения их герметичности и срока годности они будут возвращаться государству. В соответствии с действующим порядком эти препараты нельзя было применять в дальнейшем. Но учитывая, что сейчас по техническим причинам есть такой небольшой сбой, и принято решение, чтобы можно было, кроме того, это бюджетные средства, принято решение, что если целостность этих лекарств не нарушена, то есть маркировка в порядке и так далее, чтобы Министерство здравоохранения, учитывая их состояние, имело право принимать решение о том, что эти лекарства можно было использовать. С 1 июля текущего года ежемесячное пособие отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет станет больше на 1000 рублей и составит 3000 рублей в месяц. С 1 января 2018 года планируется также пересмотреть размер пособий матерям с 2 и более грудными детьми. Компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, будут продолжены. Из числа прошедших регистрацию с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года компенсация будет выплачена гражданам, родившимся до 1970 года включительно, семьям погибших и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, а также наследникам граждан, родившихся до 1960 года включительно. Из числа прошедших регистрацию с 1 октября по 31 декабря 2012 года компенсацию могут получить граждане, родившиеся до 1950 и до 1960 года включительно, а также наследники граждан, родившихся до 1990 года включительно. У членов Кабинета министров возникли вопросы к проекту постановления о передаче части здания по улице Дзидзария, 40, в котором располагаются Институт педагогики и Школа высшего спортивного мастерства, в ведомство Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Для последующей передачи в пользование части этого помещения Государственному ансамблю танца Абхазии «Щаратын». В итоге законопроект был отправлен на доработку. Члены правительства одобрили постановление об условиях приватизации некоторых объектов госсобственности. Кабинет министров одобрил ходатайство администрации Гагарского района о предоставлении фирме «Солнечный берег Инкит» земельного участка площадью 2,5 гектара в Пицунде в постоянное пользование для строительства санаторно-курортного объекта. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.